друзья, дорогие наши татары, дорогие наши жители города Ярославля, разрешите начать сегодняшнее мероприятие, которое посвящен 130-летию Габдуллы Тукая, нашего самого любимого, самого знаменитого, самого нашего татарского поэта, который прожил всего 27 лет всего, и он успел столько написать. Поэзии у него поэмы, стихи, сказки. Просто это такое богатство, такой клад нам оставил Габдулла Тукай. Я сегодня проснулась полпятого, и есть такая песня, такие слова. Бейрем бейрем кен матур, кыяш юлмая, бейрем деген шундай күңеллелек, бүгін бейрем. Чынлапта, сегодня праздник, душа поет. Вот вы пришли такие красивые, с улыбкой, такие, как сказать, добрые, потому что вот здесь я чувствую такую ауру, вот именно такая атмосфера, как будто вы ко мне домой зашли, 5-6 человек, а вас много, и мы все вместе, мы живем на такой земле, на Ярославской земле, где очень много церквей, и одна лишь всего соборная мечеть. Это тоже наша гордость. У нас есть Казань, это столица наших татар, да, это предки наши там жили. Есть у нас Булгар, это Волжская Булгария. По истории, я сама историк-филолог, когда в 6 классе преподавала историю татар, история мир ислама, 2 параграфа там есть. Я всегда говорила, не было никакой татаро-монгольской иги, потому что в 9 веке татарская, Волжская Булгария, наоборот, подверглась. Вот это и наша история. Мы не можем знать свою историю, не можем рассказать другим, если мы не будем знать своего родного татарского языка. Анатолия. Язык матери, да? Материн матери, потому что я, живя 30 лет на Ярославской земле, я сначала думаю на своем родном татарском языке и машинально перевожу, потому что мне надо это делать. Я преподаватель, я должна идти со временем, ногу со временем, да? Это было как бы приветствие и предисловие, чтобы мы собрались. Я очень сегодня рада, что с семьями приехали. Приехали из Тутаева, пришли мои коллеги Дубковской школы, директор, организатор, дочка, внучка и внукам, да, очень приятно. И Елена Борисовна у нас художник, она не только художник, это человек доброй души, это фантазер. Вот когда вот такие люди есть, мы еще можем на этой земле делать добрые дела. Давайте начнем с Тукая. Почему я это предисловие говорю? Потому что Тукай и Пушкин – это 2 звезды. Даже Тукай говорил, на небосклоне 3 звезды. Это Пушкин, это Лермонтов и я. Вот такие стихи есть. Вот действительно, Пушкин, извините уж, конечно, можно было сказать, вот он Пушкин, у меня тоже девочки-филологи, стоит у меня на полке, а Тукай у нас, вот он Тукай, у каждого народа свои обычаи, свои традиции, свой язык. Я горжусь сегодня, что на Ярославской земле могу говорить на чисто татарском языке. Я еще расскажу. Не думайте, что я только на русском болтаю. Я вам скажу свое веское слово, как говорится. И вот Габдулла Тукай сегодня, не сегодня, 26 апреля, исполнилось бы 130 лет. Большая дата? Да, большая. Больше 100 лет. Но он родился 26 апреля 1886 года и умер, знаете когда? Тоже в апреле, 15 апреля 1913
1917 года. Малый промежуток жизни, очень мало. Он мог жить. У него детство очень сложное было. Я сейчас не буду говорить об этом. Мы с вами начнем с презентации. Пожалуйста, слушайте. Какие-то вопросы будут, задавайте, заинтересуйтесь, подойдите. Вас ждут. Вот это все для вас. Кто на что ответит, на какие-то вопросы. Время, если нам уже времени здесь мало будет, мы перейдем в другой зал. Там чаепитие, там сказания, гостинцы. Давайте уже начнем. Хайырлы кендуслар. И туган тел, и матур тел, әткем, әнкемнің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, сен туган тел арқылы. Игелек bu тіл білем, әнкем бишік те келеген, аннары тілінер күйі, әткем хикая тілеген. Маленькая презентация. Я бы сказала, это вот капелька в море, вот что мы сейчас видели. Мы, конечно, изучаем свою родную речь, свой родной язык, татарский язык. Вот сегодня пришли в гости Ахат Абы, честно забыла, Таслия Вагисовна и Ахат Салихович. Как? Салихович. Салихович. Вот он принес вот такую книгу. Смотрите-ка, кожаная обложка. И растрепанные листы, да? Это, видимо, Ахат Абига, настолько это близок, да? Потому что это наша поэзия, наше творчество. Поэтому он и принес, и положил. Огромное вам спасибо, что вы бережете, относитесь к своему родному языку с такой любовью, с таким уважением. Честь и хвала вам. Сейчас наступает. Можем все вместе. Нет, это читает. Потом в конце мы с вами споем. Туанты, знаете, готовьтесь. Призы будут хорошие.
тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Ярдәмең берлән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгың, кайгың минем. Эй туган тел, синдә булган иңелек кылган дыгам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне ходам. О, язык родной, певучий, о, родительская речь! Что еще на свете знал я? Что сумел я уберечь? Колыбель мою качая, тихо, тихо пела мать. Сказки бабушки я начал, подрастая, понимать. О, язык мой, ты опора в испытаниях бытия, с детства близкий и понятный, радость и печаль моя. О, язык мой, как сердечно я молился первый раз. Сохрани отца и маму, не оставь Всевышний нас. Перевод Бухараева, родной язык. Пушкин, Лермонтов. Два солнца высоко вознесены. Я же свет отражаю наподобие луны. Пушкин, ты не подражая. Повторения толку нет. Повторяя стих Корана, был бы я тогда поэт. И Жуковский мой учитель, я поднялся в вышину. Эй, зависни, пес голодный, что же лаешь ты на луну? Дальше продолжаем. Сейчас дети будут выступать. Балалар чыгышы, бала белән күбәләк. Встречайте, самые юные артисты. Как вы с ними? Ну, мы с ними. Ай, да, умничка. Попробуйте пока. Лови бабочек, где они у тебя летают, бабочки? Вот они где летают, оказывается. Вітера, крилата, волота, урманта, уйми мой плечами, як диким бугада, як я вірю стріля, кияшний як коси, аж була дитина, що життя душі сил. Тікам від коска, барі біє кенгіне, був як шеф, ренжєрне, хемтіне синя. Ай, да, молодцы. Рәхмәт. Бу кызларга нәрсә бирим инде? Кая шоколадларны безне, кая китаплар? Так принято. Мы гостеприимные, мы всегда
каким-то подарком ходим, да? Так, дальше у нас